Сказочные знаменитые герои очутились в столице Ингушетии. В рамках больших гастролей для молодежи и детей регион посетил Самарский театр кукол. Гастроли проходят при поддержке федерального центра. Так, в Магасской гимназии «Марем» юные зрители сегодня увидели два спектакля «Маша и медведь» и «Литл Маус». В числе зрителей была и Тамара Хашагульгова. Высоко сижу, далеко гляжу. Кто не знает одну из самых известных русских народных сказок? Сегодня учащимся гимназии «Марем» спектакль поведает о том, как Машенька заблудилась в лесу и набрела на избу, в которой жил медведь. Именно с этого момента начинаются настоящие приключения Маши. Суровый хозяин лесной чащи не очень радушно встречает маленькую путешественницу. Еще бы, кому понравится застать в своей избушке незваную гостью. Ну, залезла и зубы заговаривает. Да я тебя сейчас съем! Девочка и грозный хозяин познакомились и подружились. Очень самостоятельная Машенька помогла Михаилу Потаповичу прибраться в доме, напекла ему пирожков и даже сшила одежку. Но вот незадача. Маленькой девочке пора возвращаться домой, к бабушке и дедушке. Эта новость не сильно обрадовала медведя. Кому захочется отпускать такую хорошую помощницу? Маш, ты подумай, у бабушки дедушка есть? Вот, у дедушки бабушка есть? А у меня кто? Кто? Никого. Сирота я здесь. Сказал и все. Никуда я тебя не отпущу. Амалию Евлоеву настолько впечатлили действия, происходящие на сцене, что малышка поверила в реальность происходящего. Сюжет довел ее аж до слез, но добрые актеры успокоили девочку. Я испугалась, что медведь злой. А потом ты поняла, что он хороший, да? Да. На радость всем присутствующим Михаил Потапович все-таки отпускает Машу к деду с бабкой, а она, в свою очередь, обещает навещать его как можно чаще. Ты это, в гости ко мне приходить будешь? Ты смотри, приходи. Я ведь без тебя скучать стану. Дети обрадовались этому развитию сюжета. Сказка закончилась со счастливым концом. Я и раньше был на таких спектаклях, они мне очень нравятся, и я буду продолжать ходить. Понравился больше всего медведь, потому что он был большим и смешным. Сюжет, знакомый всем с раннего детства, актеры Самарского театра кукол ставят на сцене с 2007 года. Любимые герои. Задорная Машенька и Увалень Медведь вызывают всегда бурю эмоций у самых маленьких зрителей. А выездные спектакли неизменно собирают аншлаги. Все дело в их умелых руках. Артисты прячутся за ширмой, управляя и поддерживая куклы. Руки твои должны уметь очень многое, да, то есть ты должен очень многое уметь. И это сложности, но поскольку ты занимаешься любимым делом, тем делом, которому ты решил посвятить свою жизнь, то, в принципе, несмотря на все эти сложности, любая постановка, любая актерская работа, любая роль – это радость всегда. Так что мы счастливые люди, мы радуемся. Театр кукол давно уже не тростевые персонажи. Куклы все больше оживают и даже говорят от своего лица. К примеру, известный сладкоежка Михаил Потапович очень радуется своей поездке в Ингушетию. Он здесь впервые, и у него масса впечатлений от горного края. Очень счастлив оказаться в этой замечательной республике. Здесь так красиво. Я вот в лесу живу, а кругом горы, они такие большие. В общем, я прям в восторге. И теперь самое главное мне вот попасть и купить, и попробовать горный мед хочу. Такого еще не пробовал. Говорят, очень вкусный. Михаил Потапович и Машенька смогли приехать в нашу республику благодаря федеральной программе «Большие гастроли» для молодежи и детей. Она реализуется в стране с 2017 года. Благодаря ей Самарский театр кукол смог объездить множество городов России. Однако в нашу республику труппа приезжает впервые. Здесь коллег по сцене встретил ингушский ТЮЗ. В рамках этой программы осуществляется материальная помощь, которая способствует тому, что нам оплачивают дорогу, и мы можем поехать и выбрать любой регион нашей страны и поделиться с этим регионом своими спектаклями, со зрителями, пообщаться в этом регионе, показать им свои спектакли. Поэтому мы воспользовались такой замечательной возможностью, чтобы приехать к вам в Ингушетию. Наша дружба начинается более 10 лет, продолжается с Самарским театром кукол. Они как бы нам дали вот такую дорогу
в жизнь для нашего театра, поскольку мы впервые посетили первый международный фестиваль театров кукол. Это был фестиваль «Радуга», который проходил в Самаре, где мы впервые вышли из республики и начали свои работы показывать по всей стране. Этой сказке на этой сцене приходит конец. Кто слушал, конечно, молодец. Но Самарский театр кукол обещает приехать своим маленьким зрителям уже с новыми сказками и с другими спектаклями. Тамара Хашагулькова, Асхат Билакиев, Новости 24.